это должно быть. На каких основаниях мы, собственно, выбираем, что положить в основу выбора, там, вот тогда уже... Мне кажется, мне еще повезло, вот что. Это вот там Всевышний решает, кто будет президентом, кто банкиром, а кто будет Конституцию писать. Я считаю, еще надо заслужить человеку, чтобы ему досталась такая работа, как мне, парламент создать, Конституцию написать. Не знаю, какая она была сильная, но Конституцию мы, можно сказать, я написал. Я это могу сказать, и мне в этом смысле повезло. Я же говорю, я верю как-то в судьбу, что каждому Всевышний дает ту работу, которую он заслужил. Ну и потом я работал искренне, с полной отдачей. Вообще меня не было, можно сказать, полгода, когда эта Конституция, особенно парламент создавался. Я вообще такой, приехать ночью переночевать дома, потом в Грозно поехать, потом вернуться. Все вот так. Это было счастливое время в вашей жизни? Когда Да, это я только потом понял. Я потом понял. Но я был правильный, поэтому мне везло. Это совершенно дело случая. Вот, кто написал Конституцию? Керригов. Сейчас все знают. А было такое еще, кому-то хотелось там еще пристроиться. А как же? Я же тоже там ходил рядом. Да, все ходили, многие ходили, рядом ходили и так далее. Но так уж прошло, что это писать мне, да, досталось мне. Я считаю, может быть, наверное, справедливо это. Справедливо. А все случайно опять. Мы с Русланом Плеем сидим, он руководитель администрации. И сидим на работе. Он говорит, ты говорит, знаешь, что на следующей неделе приезжает из Госдумы юристы. Я говорю, а что случилось? Ну как? Говорит, надо Конституцию писать. Я говорю, да, надо, я знаю. Ну вот, говорит, через неделю они приезжают. Я сразу пошел, к Каушеву зашел. Я говорю, так вот, что это уже вот приезжает такое. И почему это с Москвы, а нет разве здесь? Ну, кто, он? Нет у нас, он всегда принижал там наши возможности. У нас нет таких людей там для депутатства, там еще что-то работать. Как я взялся, да. Я, честно говоря, вышел. Я говорю, можно я посмотрю, может быть, мы сами сможем. Ну, давай, занимайся, ладно. Ну, я получил добро, чтобы Конституцией заниматься. Но все равно все кончилось тем, что мне пришлось ее писать. Я стал выяснять, кто будет писать. Желающих не нашлись особенно. Те, кто с центра приезжали, кто-то... А с центра они приехали потом уже, нет. Потом не надо, зачем? Я сказал, через какое-то время зашел, я говорю, я вот так провел работу, значит, писать не нашел кто желающий, поэтому я сам буду. Ну, давай, работай. Ну, он не вмешивался в мои дела там. Вот, это надо делать. Ну, делай, потом разберемся, что ты там сделал. Вот такая вещь была, интересная. Интересная вещь была. И я действительно потом, когда это делалось, это какой там, 92-й год, 93-й, да, все это как бы так казалось нормально. Но ничего там такого, у меня в первые годы даже не приходило, что я что-то там сотворил. А потом я понял. Я знал. Тогда я понял. Если бы я это не сделал, значит, эту Конституцию написали бы. Оттуда, ребята, из Госдумы. И я понял, что вот я сделал хорошее дело. У меня самолюбие просто было. Почему мы свою Конституцию не можем писать сами? Мы такие же вообще отсталые, незрелые. А я доктор философии. Но, честно говоря, мне философия помогла. Философия, она, если и заниматься серьезно, это такая штука
хорошая для понимания, размышления, для оценок и так далее. В общем-то, если бы не здесь написал, конечно, написали бы ребята, они бы приезжали, они получили деньги, имени кого-то из них назвали бы улицу, школу. Это 100%, 120%. Я вообще об этом потом уже, что бы было и как было. Но мне, да это ерунда, но в принципе я понял, что я сделал вещь, которая как бы тогда на пределе была наших возможностей. Евкуров, вот, когда мы первый раз, это было лет 10 назад или 15, он собрал всех, когда учредил это, собрал депутатов, там, говорит, вот у нас Конституция, говорит, надо на день, я, говорит, вот принял решение, там, день Конституции, там, 27 октября, когда он выступил. Да, ну вот. И потом, когда все эти гости, которые там разрешились, мы человек 12, там какие-то важные персоны остались. Мы зашли к Евкуру в кабинет, там, где там он чай пьет. И так, это интересно тоже. Он говорит, что-то там разговор пошел, он говорит, знаете, говорит, я удивился, говорит, одному, говорит. Обычно, говорит, с тех пор я здесь недавно, когда я спрашиваю, а кто вот это первый начал? А кто вот там в этой сфере первый? И всегда, говорит, находится 10 человек, которые спорят, кто из них был первый. Я, говорит, первый раз столкнулся с тем, что никто не сказал, когда Келли говорил, что рассказывал, я вынужден был тогда. Меня просто некоторые заставили, чтобы это, вот, чтобы остановить это. Келлигов был, Сандара был, еще это кто-то был. И набирается 20 человек Конституцию писать. А мне ерунда, пусть было бы, если бы писали, но не писали, меня это задевает. Если бы писали, я сам бы не унижался бы, сказал, вот он был со мной, вот мы писали, вот о такой статье спорили. Это конкретно. Я вот таким образом про Конституцию там гвозди забивал, потом уже летает любая ворона, что знает, кто написал Конституцию в Ингушетии. То есть мне повезло, вот я Конституцию написал, даже если ничего бы другого не делал. Но эту Конституцию я в каком смысле? Я не только текст написал, там несколько этих было обсуждений, съезд народа, конституционная комиссия, там 5 всяких этих комиссий было, где обсуждали Конституцию.